14 лет я поступил работать на нефтеперерабатывающий завод в котельной. Работал. Котельный цех. В котельном цехе я был слесарем, водопроводчик назывался. Но это водопроводчик, это в поселке канализацию чистил, там батареи ставил, чинил, вот так. И на паровых там котлах приходилось работать. 2 года слишком. Так, трудная была работа. И еще 11 часов работали, еще 6 километров до Ишимбая, до города. Так, там 7 класс заканчивал вот так. Домой где-то в 12 часу возвращался. Нефтяной техникум стали поступать, директор не отпускает. Говорит, нужны кадры. Мы к прокурору даже ходили. Прокурор там сказал, если захотели учиться, ребята, отпускай директору. И мы 4 ребят, там есть фото у меня, всех 4 нас, стали учиться в нефтяном техникуме. Мухтар Хурматович Фаткулин, общественный деятель, писатель, кавалер общественных орденов за вклад в победу и добродетель, благородство, мудрость. Все мы родом из детства. «Мы ребята 702 высоты», так называется книга Мухтара Фаткулина, посвященная 80-летию башкирской нефти. Именно из скважины номер 702 у деревни Ишимбаева ударил первый мощный фонтан черного золота. И тогда же по решению советского правительства здесь был открыт нефтяной техникум, одним из выпускников которого является автор книги. Детство и юность Мухтара Хурматовича прошли с башкирскими нефтяниками. Нас выпустили в 1948 году техниками по эксплуатации нефтяных и газовых скважин. После этого направили меня на работу в Октябрьске, где работал на 2-м промысле Треста Туймаза-нефть. Здесь работал на должности механика, но одновременно исполнял обязанности старшего инженера по рационализации и изобретательству, так и старшего инженера по технике безопасности. Но это мне же 20 лет только еще. Как на себя такой груз взваливал, я сейчас задумываюсь. А тогда, коль говорили, что это так надо быть, я делал это, старался. И через год наш промысел занял 1-е место среди всех промыслов, предприятий Туймаза-нефти, 1-е место по рационализации и изобретательству. В 1949 году меня бывший старший инженер промысла, сейчас тогда директор Уфимского нефтяного института, к себе пригласил ему, зная, что я хочу дальше продолжать учиться. Я старшим лаборантом Уфимского нефтяного института стал работать. Начало пути. Еще в школе, а затем во время учебы в техникуме Мухтар трудился на нефтепромысле сначала разнорабочим, а затем механиком. Тяжелая физическая работа не помешала ему закончить учебное заведение с отличием. Его знаниям и навыкам мог позавидовать любой выпускник нефтяного вуза. Молодой заведующий лабораторией Уфимского нефтяного института Мухтар Фаткулин с большим удовольствием начал проводить практические занятия для студентов вуза. Но пришло время отслужить в Красной армии. Но мы тогда не умели косить, как сейчас косят от армии ребята. Так, чтобы люди не подумали, что это что-то с ним неладно, пошел. И ушел, служил я в 1-й гвардейской истребительно-авиационной, Сталинградско-Берлинской, Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии. После армии я пришел в научно-исследовательский институт по механизации и организации труда нефтяной промышленности. Ряд моих предложений было принято к внедрению. И потом работал еще, избрали меня секретарем партбюро объединения «Башнефть». Там повезло мне с известным, знаменитым нефтяником Степаном Ивановичем Кувыкиным, чьим именем названа улица Кувыкина в Уфе. В
1957 году, значит, создали объединенную парторганизацию Башсовнархоза. И после этого меня рекомендовал обком партии учиться в высшую партийную школу. 4 года я очно учился в высшей партийной школе в Свердловске. Оттуда распределение было на работу, после этого в аппарат областного комитета партии. Верный путь. Мухтар Хурматович обладает удивительным даром. К любому поприщу относится творчески и с огромной любовью. Поспорим, всегда была рационализаторская жилка в его натуре. Интерес и тяга к созиданию нового, полезного никогда в нем не иссякали. Но, оглядываясь назад с высоты прожитых лет, ветеран самым интересным и содержательным периодом трудовой деятельности считает годы работы руководителем Государственного комитета по труду и социальным вопросам в правительстве республики. В 1969 году я был в составе правительственной делегации, выезжали в Польшу. А в Польше еще до войны и после войны существовала система занятости, система трудоустройства населения. Все тут оставились через эту систему. Нас заинтересовало это дело. Я вернулся домой, доложил тогда Акназарову, председателю Совета министров, и Зия Нурича Нуриеву. Нуриев говорит мне: Мухтар, по этому вопросу, по организации вот этого трудоустройства, напиши письмо в Центральный комитет, я подпишу. Я быстро это сделал, и отправили это в Центральный комитет. Там, почему в Центральном комитете вот этот вопрос трудоустройства рассматривали? Он не только технический вопрос, он политический вопрос. И с 1 января 1971 года начало действовать Бюро трудоустройства. Все люди, меняющие место работы, приходили туда, узнавали, где, что они хотят, с ними беседовали. Некоторых рассматривали трудовые книжки. Кто-то скачет с места на место слишком часто. Надо где-то закрепиться. Так, и одним словом, вот такая работа началась. Мы стали пристанищем многих экскурсантов из других областей республик. Все союзные республики приезжали к нам изучать вот этот опыт. И в самом деле мы заслужили внимание. Я помню, многие женщины писали письма или по телефону звонили, заходили ко мне, что вы помогли нашей семье. Как помогли? А сейчас муж работает на одном месте у меня, регулярно приносит 2 раза в месяц зарплату. Мы хоть стали жить лучше. Счастливый билет. Глядя на до сих пор фонтанирующего идеями и проектами Мухтара Хурматовича, несложно поверить, что на пенсию он ушел уже в солидном возрасте – 85 лет. В последние годы он проработал в торгово-промышленной палате, об истории деятельности которой написал объемную книгу. Дар сочинительства перешел и к его дочери Эльвире, проживающей сейчас с семьей в Санкт-Петербурге, успешному предпринимателю и кандидату экономических наук. С серебряной медалью закончила здесь 3-ю школу, с отличием закончила аж авиационный институт, а потом в Петербургском финансово-экономическом университете закончила аспирантуру, так высоко закончила. Потом закончила там же в Петербургском университете правовой факультет. Так что у нее вот 3 высших образования, и она кандидат экономических наук и правовед. И сейчас работает уже более 10 лет, в организации, которая занимается проектированием и контролем за строительством различных социально-бытовых объектов, там, вот этих радиостанций и аэропортов и так далее.
широкое поле деятельности. 12 лет назад из жизни ушла его любимая жена Елена Федоровна, как с любовью называет он сам, его Елена Прекрасная. Дочь и единственный внук Федор стараются почаще приезжать в гости и скрашивать его дни. Но язык не повернется назвать Мухтара Хурматовича одиноким. Ветеран Фаткуллин – долгожданный гость на многих мероприятиях. Коллеги и друзья постоянно советуются с ним по разным вопросам. Общение с Мухтаром Агаем – это нескончаемый праздник вперемешку с добрыми песнями и стихами, своими и любимого Маяковского. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлёстан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выиграл бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Настроение праздник. Меня рационализация и изобретательство интересовали, потому что есть после перестройки рационализация затухла, потому что новая власть не пролонгировала постановления, законы, которые регулировали рационализаторскую и изобретательскую деятельность. Но, правда, умные руководители предприятий эту работу продолжали. И несмотря на это, в 2005 году я подготовил проект постановления, и Совет правительства республики приняло постановление о дальнейшем развитии рационализаторского дела. Вот такой документ. Я всех убеждал, ходил в президентскую власть, там немножко надо, не надо, тогда, сяк. И сейчас действует этот документ. И вот, уйдя и на пенсию, сейчас продолжаю и сегодня вести работу, связанную с развитием рационализации. Зная о том, что совсем недавно Мухтар Хурматович отметил свое 90-летие, мы ехали на встречу с ним, представляя перед собой пожилого человека с уставшим и потускневшим взглядом. Хозяин встретил нас с таким радушием и гостеприимством, что мы оказались в уютном и теплом коконе света и доброты, излучавшегося из его глаз. Из таких памятных встреч и состоит счастье в этом мире. Хотелось бы, чтобы это сияние длилось вечно.